Глава Коми сегодня принял участие в работе 8-го съезда межрегионального общественного движения. Он отметил особую значимость Руси-Печорской в жизни Усть-Цилимского района, сохранении традиций, просветительской деятельности, а также поздравил Усть-Цилимов с 30-летием общественного движения. Регулярно им инициируются проекты, направленные на патриотическое воспитание детей и молодежи, укрепление и продвижение духовных ценностей края. В районе проводится старинный праздник Усть-Цилимская горка, которому в 2016 году присвоен статус межрегионального праздника. В городах республики, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Нарьян-Маре, Вологде и поселке Дубна Тульской области работают отделения движения. Также в рамках визита в муниципалитет Владимир Уйба поздравил с вековым юбилеем коллектив Усть-Цилимской районной газеты «Красная Печора». Он передал главному редактору Анне Поздеевой сертификат на ремонт помещений. Сегодня «Красная Печора» издается 3 раза в неделю и, как и прежде, пользуется популярностью и авторитетом у читателей. Поздравляем коллег! Это, конечно, одно из старейших изданий республики. И точно совершенно могу сказать, что не каждый район сегодня может похвастаться печатным изданием с такой богатой историей и традициями. И я, конечно же, искренне поздравляю с этим событием всех, кто причастен к газете, всех, кто причастен к ее изданию, к ее публикациям. И, конечно же, всех читателей и почитателей «Красной Печоры», а таковых сегодня несколько тысяч. На диалоговой площадке вместе с общественниками глава обсудил и проблемные вопросы района. Так, например, в райцентре для обеспечения возможности подключения социальных объектов увеличена тепловая мощность котельной номер 1. В селе Усть-Цилима проведена модернизация котельной номер 1. Она обеспечивает теплом почти 1/5 часть села. Старые котлы на котельной морально и физически устарели, и Коми-тепловая компания заменила их на более современные, что позволило повысить надежность, эффективность теплоснабжения села. Кроме того, почти в 2 раза увеличилась тепловая мощность котельной. Благодаря этому к централизованному теплоснабжению могут подключиться новые социальные объекты. Еще одна приятная новость для жителей. Строительство лечебного корпуса Усть-Цилимской ЦРБ планируется начать уже в следующем году. Об этом глава сообщил, отвечая на вопрос главврача этой ЦРБ Татьяны Куликовой. Хирургическое и терапевтическое отделение больницы располагаются, напомним, в зданиях 25-го и 28-го года постройки. Их состояние уже не подлежит капремонту. Об этом в сентябре Владимир Уйба говорил и президенту России. По поручению Владимира Путина сейчас этот вопрос прорабатывается совместно с правительством России. Также республика направила в Минфин ходатайство о выделении средств из федерального бюджета на это строительство. В целом на строительство конкретного лечебного корпуса в Усть-Цилиме необходимо 530 миллионов рублей.